Все совпадения случайны и персонажи вымышлены. Как-то одним вечером на свой телефон я получила звонок. Человек попытался оставить звуковое сообщение, но у него каким-то образом оборвалось, и потому ничего я с того сообщения не поняла. Через 20 минут этот же человек снова позвонил, и на этот раз он смог оставить очень понятное сообщение. По сообщению он искал одну из моих дочерей, и в сообщении он оставил свое имя, свой номер телефона и просьбу позвонить обратно. Прослушав несколько раз сообщение этого человека, мы пришли к выводу, что человек этот адвокат или юрист, который занимается наследственными делами. И я тут: а при чем тут моя дочь? У нас, по сути, вообще нет родственников по крови здесь, в Америке, кто мог бы здесь оставить свое состояние, так сказать, Uncle Sam. Конечно, мое любопытство разбирало, и я не могла дождаться утра следующего дня, чтобы позвонить этому человеку. И утром мы позвонили этому человеку. И человек этот сказал, что ищет, и тут он назвал имя одной из моих дочерей. Я сказала, что да, она моя дочь, и спросила очень настороженно: а что случилось? И вообще, при чем тут она? Ибо мы вообще-то эмигранты из России, из Мариэл, и мы не ожидаем никакого наследства. Тут он в трубку посмеялся и спросил, как долго мы тут живем. Я ответила, что свыше 21 года, и он тут говорит: кровных-то родственников у вас нет, но ваша дочь смогла оставить очень добрый след в сердце у мисс Донны такой-то, что та оставила по наследству некоторую сумму вашей дочери. И попросил меня, чтобы я позвонила своей дочери, и попросила ее позвонить ему. Я была в шоке и в ступоре. Конечно, я позвонила дочери и спросила, не знакомо ли ей имя, и назвала имя этой мисс Донны. А покопавшись в своей памяти, она через некоторое время выпалила: а говорит, а помнишь историю с золотой цепочкой, из-за которой ты однажды вкатила мне по первое число? Я так: да, я помню. Тогда моя дочь пришла с работы домой, на шее которой была очень дорогая золотая цепочка. И я, конечно, пристала с вопросами: откуда, кто дал, почему и так далее. И тогда она мне объяснила, что коллега по работе, которая была старше моей дочери чуть ли не в 4 или даже в 5 раз, полюбив мою дочь, не думая, сняла вот со своей шеи эту цепочку и одела на шею моей дочери. Я, сказать, была очень удивлена, и да, цепочка эта была золотая, самой высокой пробы, причем старинная. После я все равно пришла на ту работу дочери, и, встретившись с этой мисс Донной, выяснила, что все это правда, что она сама дала эту золотую цепочку моей дочери. После этого прошло, знаете, приличное время, и многое в наших жизнях изменилось. И дочь моя, конечно, давно там не работала, а теперь вот мы снова слышим имя этой женщины. И в итоге моя дочь позвонила этому человеку, и тот сообщил, что мисс Донна оставила по завещанию моей дочери энную сумму и записку, которую впоследствии моя дочь прочитала мне по телефону. Dear, тут имя моей дочери, I still remember our time at название работы, где они встретились. You are such a sweetheart and I remember you. This money is not a lot, but I think it can be useful for something. With love, Miss Donna, такая-то. И перевод, значит: дорогая, имя дочери. Я до сих пор помню работу, где мы работали вместе. Ты оставила очень глубокие и добрые воспоминания. Деньги, которые я оставляю тебе, их немного, но я думаю, что ты сможешь найти применение этим деньгам. С любовью, мисс Донна. Несколько минут мы с дочерью молчали в трубку. Это был еще один урок, который нам
преподнесла жизнь, которой когда-то и мои родители учили меня. Я научила своих детей этому, доброте ко всем и особенно к престарелым. И которая вернулась. Действительно, по американским меркам эти деньги были не шибко большими, но не это было главное. Главное было то, что среди многочисленных родственников этой мисс Донны моя дочь оказалась в этом ее списке на наследство. И совсем мало знакомая для нас женщина, мисс Донна, своим актом доброты утопила нас в слезах. Конечно, моя дочь, когда работала с этой мисс Донной, была вежлива и добра, и совсем не ожидала, что вот такое случится в будущем. Она была добра к ней бескорыстно, но мисс Донна оценила ее, моей дочери, доброту, вот знаете, по-своему. И история с мисс Донной напомнила мне не свою историю, где однажды на работе одна афроамериканка на Рождество подарила мне также в конверте приличную сумму. Я тогда тоже очень сильно удивилась, и тогда, вручая мне конверт в руки, она сказала, что за годы работы вместе, а к тому времени мы проработали вместе где-то уже 2-3 года, она сказала, что каждое утро, когда я иду к своему офису, всегда останавливалась и здоровалась с ней, и оказывала ей внимание, которое она оценила, и что, мол, мне эти деньги с детьми на Рождество действительно могут быть очень кстати. И тут она еще добавила, что даже не все афроамериканцы, с которыми мы работаем, дружелюбны с ней. По сравнению со мной вот так вот две истории, но мораль одна. Доброта не забывается, и доброту нужно дарить бескорыстно. Потому что люди всегда это видят и ценят. Да и Всевышний это также видит и ценит. Я благодарю за просмотр моего видео. Подписывайтесь на мой YouTube канал, кто еще не подписался. Ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. И, возможно, и у вас что-то было подобное. Будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Кугу Тау. Видео Монча Маланда. Лайкам Шандаш Идамондо. И видео Машарза. Шкиндан Шанумаштам Кодаза. Алитендан Илштат. Иктажму Тагайлиен. Кеше моим YouTube каналышка возалтын олгын возалтса. Тажа да пелан Лиза. Тендан дене Эльвира Америка гыч лийын.